Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. Мальчик, которого переехала автоцистерна, вышел из комы. Житель Башкирии пытался впечатлить жену угнанной машиной. В Уфе водитель покатал соседа на капоте. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. Сразу два смертельных опрокидывания произошло в минувшую пятницу. Так, рано утром в Зелилском районе, до 10-м километре автодороги Аскарова-Халилова-Аль-Мухаметова, близ деревни Идяш-Кускарова, 21-летний житель Баймакского района за рулем ВАЗ-10 модели на затяжном повороте допустил съезд к ВЕЦ с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия. Известно, что он не имел водительского удостоверения. Вечером того же дня аналогичная авария произошла и в Аскинском районе. По информации Республиканской госавтоинспекции, на 8-м километре автодороги Аскина-Новые Багазы 52-летний местный житель за рулем ВАЗ-10 модели на повороте совершил опрокидывание в кювет. В результате водитель скончался до приезда скорой медицинской помощи. Его 18-летний сын получил травмы. Известно, что мужчина был лишен водительского удостоверения. Кроме того, ранее был привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту начато разбирательство. В Башкирии раздавленный автоцистерной мальчик вышел из комы. По словам родственников, он начал самостоятельно дышать и разговаривать. Ребенка полностью отключили от аппаратов искусственного дыхания. Напомним, происшествие случилось на пешеходном переходе улицы Пионерской в Сибае. Ребенок переходил дорогу на зеленый свет, спешившись с велосипеда. Второклассника сбил 49-летний сибаец, поворачивая направо на автоцистерне ЗИЛ. Мужчина был нетрезв, а кроме того лишен водительских прав. После несчастного случая мальчика госпитализировали. Пострадавший долго находился в тяжелом нетранспортабельном состоянии. По этим причинам на помощь местным врачам санавиации прибыли медики из Уфы. К счастью, сейчас состояние ребенка стабилизировалось. По факту случившегося идет разбирательство. В Уфе будут судить водителя автобуса, который врезался в легковой автомобиль. В результате ДТП погиб человек. Авария произошла в мае на трассе Уфа-Аэропорт. Как рассказали в пресс-службе Республиканской прокуратуры, 29-летний водитель Нефаза резко свернул с крайней правой полосы влево. Мужчина, как считают ведомства, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с едущим впереди Рено Дастер. Пожилой пассажир легковой машины получил травмы и позднее скончался в больнице. Обвиняемый признал свою вину. Дело рассмотрит Кировский районный суд Уфы. В Башкирии до конца года в 2,5 раза увеличат количество камер на дорогах. Об этом Ради Хабиров написал в социальных сетях. По словам руководителя региона, сейчас за соблюдением скоростного режима следят 238 камер. 57 из них установили на этой неделе. В декабре камер должно быть 527, через год около 1000. В Рио глава республики подчеркнул, что есть прямая зависимость между числом камер и количеством погибших. В подтверждение он привел статистику. По сравнению с прошлым годом за первое полугодие 2019 произошло на 71 аварию меньше. Уменьшилось и количество погибших. Активисты движения «Зеленый патруль» вышли в первые рейды. Обычные люди, которые неравнодушны к ситуации с парковками на газонах, прошли специальное обучение. Полученные знания общественники применили в уфимских дворах и выявляли нарушителей. Активисты ходят по местам, на которые больше всего жалуются уфимцы. Главная цель инспекторов от народа не наказать, а, как они сами говорят, просветить. Активисты намерены получить статус общественных инспекторов по охране окружающей среды. Штраф за парковку и проезд по газонам, клумбам и детским площадкам составляет до 2000 рублей. Должностным лицам придется заплатить до 10 тысяч рублей, а юридическим – от 20 до 30. Не все согласны с такими правилами. Например, в этом дворе автолюбители вынуждены заезжать в запрещенные зоны. В ходе рейда общественники оставляют на лобовых окнах машин буклеты с предупреждением о возможных санкциях. Кроме того, вместе с народным патрулем обязательно выходят и представители Центра общественной безопасности. За 2 месяца после вступления закона в силу административные комиссии выявили почти 20 тысяч случаев парковок на газонах, а общий сбор штрафов составил порядка 14 миллионов рублей, из них только в Уфе собрано 7,5 миллиона. Отметим, что в этом году для решения проблемы паркинга деньги со штрафов направят на обустройство 12 тысяч стоянок в рамках программы «Башкирские дворики».
Житель Башкирии, работающий охранником в автосалоне в Москве, решил угнать дорогую иномарку, чтобы удивить свою жену, с которой был в ссоре. Однако по пути в республику что-то пошло не так, и мужчина передумал, решив самостоятельно сдаться полиции. Путь к сердцу жены хотел преодолеть на Порше. Мужчина решил во что бы то ни стало помириться с супругой и растопить лед в отношениях с ней поездкой на удобном внедорожнике. Сдал смену, взял ключи и огнал из своего же офиса дорогую иномарку. Романтический порыв злоумышленника шаг за шагом зафиксировали камеры наблюдения. После угона молодой человек направился в Мельву. Судя по всему, появление на Порше должно было впечатлить даму сердца. На середине пути Владимир передумал и сам сдался полиции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. У юных инспекторов движения в республике теперь будет свой пресс-центр. Первыми стали дети из Иглинского района и города Нефтекамск. Начинающим корреспондентом руководитель ГИБДД республики полковник полиции Динар Гильмудинов вручил удостоверение членов пресс-центра отрядов ЮИД, а также провел первую планерку, на которой обозначил задачи на ближайшую перспективу. По словам самих юидовцев, это огромная ответственность, однако они готовы приложить все силы для того, чтобы на дорогах стало меньше аварий. Это для меня очень большая честь. Я очень рада, что выбрали меня. Я буду стараться, чтобы на Земле, на планете меньше было происшествий. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, стать сотрудником пресс-центра ЮИД может каждый. Для этого необходимо подать заявку в ГИБДД республики. На сегодняшний день в Башкортостане действует 1729 отрядов юных инспекторов движения, куда входит более 19 тысяч ребят. Мы будем планировать так, чтобы они старались выходить раз в неделю по возможности. Именно они же не только, допустим, будут говорить о том, что можно делать, что нельзя. По крайней мере, каждый ученик учится в какой-то своей школе, поэтому они будут там организовывать, а сотрудники госавтоинспекции им будут помогать. Поэтому я думаю, это новое время, так скажем, люди, дети мобильные, так скажем, все развитые, у всех есть сотовые телефоны, по крайней мере, они будут там освещать в группах контактов, фейсбуках, там, инстаграмах. Это уже говорит о том, чтобы детей гораздо больше посмотрело о профилактике и правилах дорожного движения. В Уфе прошли республиканские соревнования сотрудников ГИБДД. Участники бежали дистанцию, отжимали, стреляли, показывали азы управления автомобилем и сдавали экзамен на знание ПДД. Участие впервые принимали начальники районных отделов. На первом этапе оценка физической подготовки – это забег на 1 километр и силовые упражнения. Иногда инспекторам приходится не просто бежать за нарушителем, а пытаться догнать его на своих двоих, когда тот движется в автомобиле. Такие погони здесь были почти у каждого, и не один раз. Далее инспекторы показали свое водительское мастерство, ведь именно оно должно быть на недосягаемом для обычных нарушителей уровне. Они должны не просто поймать нарушителя, но и сделать это максимально безопасно для окружающих. Сотрудникам ГИБДД дали 60 секунд на то, чтобы пройти 5 элементов на автодроме, но для большинства и положенного оказалось много. Средним заданием инспекторы справлялись за 50 секунд. Еще одна неотъемлемая часть – огневая подготовка. Стреляют из ПМ боевыми. Редко, но и на службе приходится применять оружие. Последним этапом стала проверка на знание ПДД. Красный экран тут сродни позору, но, к счастью участников, всем сегодня горел зеленый свет. В целом, такие мероприятия планируется сделать регулярными, чтобы это стало приемом усовершенствования и подтягивания своих профессиональных результатов. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Телефон за рулем – это всегда опасно. Иногда можно заглядеться на очередное фото в Инстаграме и не заметить, как твой автомобиль мчится к бетонному парапету. Лайк того не стоит. Пропустил нужный поворот и решил зайти в него на скорости. Не самая мудрая идея. Особенно, когда под тобой не спортивный болид, а коммерческий фургон, никак не рассчитанный на подобные маневры. Что делать, когда ехать нельзя, но очень хочется? Такой вопрос для нашего героя не стоит. Даже интересно, что же ждет его в финале пути, что и кирпич не смог его остановить. Курьезный случай произошел в Уфе в микрорайоне Яркий. Пешеход решил сфотографировать номер автохама, который парковался на газоне, и отправить его фото в ГИБДД. Однако в ответ водитель попросту начал давить гражданина. Разумеется, обошлось без пострадавших. Пешеход покрутил пальцем у виска и ушел дальше. Остается загадкой, отправил ли он фото с места событий в ГИБДД или нет. Жители района отмечают, что в Ярком парковка – это больной вопрос. Удивительно, что из-за ее отсутствия до сих пор никто не подрался.
А ведь «Газель» тормозила, старалась, но иногда последствий человеческой глупости избежать не получается. Тем обиднее, хотя главное, что все живы и здоровы. В погоне за наживой надо быть аккуратнее, а то поспешишь и людей насмешишь, да еще и деньги потеряешь. Мастер-класс по скоростной парковке пытался показать лихач, немного не рассчитал. Но ничего, пара автомобилей, превращенных в хлам, и он научится, если цел останется. В Уфе добрые прохожие помогли семейству уток перейти оживленную дорогу. Видео было сделано около монумента Дружбы. На кадрах видно, что двое мужчин остановили движение транспорта и сопроводили утку с утятами по проезжей части. Нужно сказать, что автовладельцы терпеливо ждали, пока птицы перейдут дорогу. Однако в конце ролика можно заметить, что утка, не дойдя до конца, начала разворачиваться. Чем же все закончилось, так и неизвестно, поскольку видео обрывается. Стоит отметить, что на данном участке улицы утки часто пытаются перейти дорогу. Баш Автотрейд на крыше Аркады. Выкуп авто, трейд-ин, кредитование и страховка на месте. От нас сложно уйти пешком. Мы продаем проверенные временем авто. Звоните 8 937 343 41 82. Ищешь запчасти тебе в «Автосилу». И выбор большой, и по карману не било. Фото на сайте, 7 магазинов, «Автосила Уфа». Тыкай в мобилу. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. И за это решение вы не заплатите лишнего. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз и по телефону в Уфе 266 46 24. Туры по всей России и миру. Турагентство «Отдых и лечение». Город Уфа. Улица 50 лет октября, дом 16. Телефон 273 44 10. Наружка и коврики всего 200 рублей. Пит-стоп Уфа. Кирова 128/1. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 46 06. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!